вечер, дорогие телезрители, саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сегодня мы с вами будем вести разговор о перспективах развития образования в Кыргызской республике. Сегодня в Кыргызстане общеобразовательных школ 2111, в которых обучается 1 300 000 учащихся, 82 техникума, 32 государственных и 16 негосударственных вузов. На ваши вопросы отвечает министр образования, науки и молодежной политики, доктор педагогических наук, заслуженный работник образования Кыргызской республики Болжурова Ишимгуль Сыдыковна. Ишимгуль Сыдыковна, министр образования, науки и молодежной политики, правильно? Без молодежной политики, да. Министр образования и науки, да. Ну, Ишимгуль Сыдыковна, вот давайте, наверное, начнем с того, что мы опубликовали на страницах 9 газет тему нашей сегодняшней передачи, о том, что вы будете отвечать на вопросы. И надо отметить, что мы почувствовали огромный интерес у наших телезрителей к вопросам образования. Это нас радует, потому что, значит, вы имеете большую такую когорту единомышленников, которые хотят, чтобы образование в Кыргызстане было лучше, да? И, конечно, всех нас волнуют вопросы качества образования. Да? Вот буквально недавно чуть ли такой переполох был в Кыргызстане, что по итогам международного исследования Кыргызстан занял 57 место из 57 опрошенных стран. Да? Вот все-таки в чем причина? На мой взгляд, все-таки вот многие тоже возмущаются и говорят, не может быть, чтобы наши дети так плохо учились. У нас очень хорошее образование. Ваше мнение? Большое спасибо за предоставленный эфир. Однозначно я вам могу сказать то, что наши дети очень талантливые. Несмотря где бы они ни жили, на селе ли, из какой социальной слоя происходит, какая национальность, несмотря на это, уверяю вас, наша молодежь, наши дети очень талантливые дети. Потому что столько лет посвятив свою жизнь образованию, я это прекрасно знаю. Сама методика проверки знаний, международной оценки знаний, мониторинга знаний, которая проводилась по схеме Европейского сообщества, она оказалась международных тестовых служб, она оказалась подходы совершенно разные. У нас разница само содержание образования. Если наше содержание образования основывается, школьного образования, основывается на знаниевом принципе, ребенок у нас должен знать. Он как сосуд, в которого вливается знание, знание, знание. То европейский и международный опыт свидетельствуют о том, что и подходы проверки оценки, и индикаторы оценок, они заключаются в том, что ребенок должен эти знания, которые он получает, применить в своей жизни. И вот эта сторона наша, она, конечно, хромает. Когда у нас посмотрите, даже по нагрузкам, 10-летний ребенок Кыргызстана, он нагружен в среднем 1300 часов, и в то же время первое место занявшаяся Финляндия, 10-летний ребенок 688 часов. Значит, в чем система, в чем? И мы, Министерство образования, самым серьезным образом проанализировали ситуацию с качеством образования. И мы пришли к глубокому убеждению и мнению о том, что частично и отдельно, взяв из образования какие-то проблемы, или проблемы учительства, или проблемы учебников, или проблемы материально-технической базы, невозможно решить, самое главное, изменение содержания образования. Поэтому мы сейчас вместе с международными донорами вступили в очень сложную, трудную, но, я думаю, благородную работу, это изменение содержания образования в школе. То есть мы меняем содержание государственной образовательные стандарты, а затем на их основе будут созданы новые учебники, потом на основе этих новых государственных образовательных стандартов будут переучиваться учителя, потом мы будем приводить новые оценки и мониторинг знания, и будем повышать квалификацию наших учителей. И вот этот весь комплекс, он займет несколько лет. Но сейчас мы меняем самую сутевую сторону нашего образования, школьного образования. Мы хотим отойти от знаниевого подхода к школьному образованию к компетентному подходу, чтобы ребенок те знания, которые он получил, он умел и мог
использовать в своей жизни. Мгм. И вот тогда те оценки, индикаторы, которые делают международные организации, они совпадут. И поэтому я вполне поддерживаю тех, кто считает, что наше образование хорошее. Но с другой стороны, существует такое мнение о том, что вот советское образование было хорошим, фундаментальным. А если советское образование сейчас перенести на нашу эпоху, наш глобализирующий мир, когда открыты границы, когда идет огромный поток информации, когда наука достигла невероятных успехов, новые информационные потоки, новые инновационные технологии идут, то в этой системе и советская школа бы не выдержала конкуренции. Поэтому образование как наиболее это система, которая должна постоянно модернизироваться, постоянно соответствовать тем угрозам, тем требованиям времени, которые существуют в мире. И поэтому образование должно быть не отстающим от общества и информационных потоков, новой науки, новых технологий, она должна быть опережающим. Как школьное, так и высшее образование. Поэтому наша реформа, вот сегодня Министерство образования работает над именно такой реформой, которая бы позволила наше образование сделать опережающим. Да, чтобы оно соответствовало международным стандартам, видимо. Стандартам. А вот скажите, вот этот переход, возможен ли вот при такой ситуации, когда сегодня в Кыргызстане 3622, да, это было на 20 марта этого года, не хватает учителей? Как Замира, решите этот вопрос? Вы историк, и я очень благодарна, что именно вы ведете эту передачу. Посмотрите, вот с 91 года, что произошло с нашим учительством. В 93-94 годах ситуация в школе была настолько плачевной, и до 97 года этот процесс продлевался, что огромное количество учителей ушло из школы. Это в 1994 году 14 тысяч учителей ушло из школы. Это первый фактор. Второе, в 1997 году это положительный фактор, но он тоже повлиял каким-то образом на количество наших учителей. Это в 1997 году произошло историческое событие, которое, может быть, и да, многие забыли. Наше количество школьников превысило 1 миллион учителей. В 97 году, да. То есть все-таки большой рост идет. Да, идет рост наших школьников, который не всегда восполняется ростом учителей. Учительских кадров, да. Учительских кадров. Затем, значит, за эти 17 лет количество предметов, к сожалению, в школьной системе увеличилось почти на 30%. Вот это тоже свидетельство того, что мы должны сейчас пересмотреть и нагрузки наших учащихся. Огромное количество предметов добавилось. Это ICT, да, видимо? Да. Все, что связано с новыми технологиями. Да, если в 91-х годах нам, например, не нужен был учитель английского языка, немецкого языка, информатика для нас была новинкой, да, то сейчас именно эти учителя требуются в нашей школе. И поэтому, да, есть такой момент, не хватает учителей. Но что делает министерство? Наряду вот пересмотром вообще часовых нагрузок и пересмотром сторону уменьшения, но уменьшения нагрузки учеников, но не за счет потери содержания. Мы хотим, вот новое содержание, о чем я вам говорю, она должна сопровождаться еще интеграцией многих тем. Потому что каждый предмет изучает, может быть, один и тот же объект, но с разной точки зрения. А нам нужно объединять за счет уменьшения количества часов, объединять эти темы и делать образование фундаментальным, чтобы ребенок любое явление рассматривал с физической, химической, биологической точки зрения, астрономической точки зрения, да, для того, чтобы он воспринимал мир комплексно и едино. И это будет фундаментальным подходом в образовании. И тогда тоже количество учителей у нас в определенной степени будет соответствовать тем требованиям. Но Министерство образования нашло один из хороших путей по решению проблемы учительства – это депозит учителей. Вот в этом году у нас уже 2500 молодых учителей, они будут получать депозит учителя. То есть каждый месяц
они получают по 3000 сомов, которые уходят в депозит. И по истечении 3 лет они получат общую сумму. Это первое. Второе. Я думаю, что проблема удержать молодых учителей – это проблема не только министерства. Министерство не снимает с себя ответственность, но это проблема еще местного сообщества. Это ответственность Айлюк-Мэтю, это ответственность местного органов самоуправления, потому что они должны удержать молодого учителя, создать ему условия, жилищные условия, социально-культурные условия. Молодой человек, есть много патриотов, которые едут в село работать, но когда они сталкиваются с тем, что кроме школы у него ничего нет, ни пойти спортом не заняться, ни в библиотеку не сходить, там, ни художественная самодеятельность. Поэтому чем лучше работает местное сообщество, тем меньше оно требует потребности в учителях. Вот посмотрите, Нарынская область – это удивительная область. Там нет проблемы с учительством. Наоборот, уже стоят в очередь для того, чтобы работать в школе. То есть там Потому все-таки создают условия, да? Определенные условия создаются. Это Плюс отлично. высокогорье и так далее. И мы должны сказать, что я просто могу сравнить. Вы прекрасно знаете, у меня есть большой опыт, и я могу сравнить, что вот за эти даже период независимости, что было сделано в образовании. В течение последних 3 лет, несколько цифр только, в течение последних 3 лет строительство школ, например. Ведь это был самый тяжелый, увеличивается количество школьников, а строительство у нас остановилось. Или строилось очень мало, в силу финансовых, экономического слабого развития. Но за последние только 3 года общая сумма средств, которые были направлены на строительство, в 10 раз больше, чем за 14 предыдущих лет. То есть сейчас в городах, сейчас особенно в селах, строятся новые, хорошие школы со спортивными залами, улучшается инфраструктура школы. Последнее время, посмотрите, в свое время я не могла добиться 3 миллиона для того, чтобы компьютеризировать школу в 2002 году, 2003 году. Только в 2007 году по настоянию президента и по заданию президента из бюджета было выделено 90 миллионов сомов, которые пошли на компьютеризацию. И в этом году почти больше 900 школ получили комплекты компьютерной техники. Что касается, была снята аренда учебников. Это тоже поддержка населения. Государство берет на себя издание учебников. Питание учащихся. Вот только в этом году на питание учащихся государством выделяется 440 миллионов сомов. Но эти деньги, я хотела бы особо отметить, они, конечно, не идут через Министерство образования, они идут прямо в местный бюджет. Кроме этого, ремонт, вот потребительские были ликвидированы потребительские взносы. 100 сомов в селе и 160 сомов в городе. И ежегодно выделяется 100 миллионов сомов на текущий ремонт школ. Это тоже хотела бы отметить, что это не идет через Министерство образования, а через Минфин сразу направляется в Айлюк-Мэтю. Поэтому сейчас надо сказать, что несмотря на очень большие существующие проблемы, все-таки экономика развивается, а мы, социальная сфера, ведь зависимы от развития экономики. Чем больше будет налогов, чем больше будет источников, чем больше бюджет будет, тем больше будет направляться на социальную сферу. И еще, как положительная замера, мы должны еще сказать об очень важной вещи, когда всегда у нас упрекают систему образования, что зарплата маленькая. Ведь посмотрите, закон 2003 года, там была предусмотрена 32-я статья. Это надбавки за кандидатскую, за докторскую и надбавки учителям за стаж работы от 5 до 10 лет 10%, от 10 до 15 лет 20%, от 15 и выше 30%. Так, по прямому поручению президента и именно по его инициативе тот закон, который в течение 5 лет не выполнялся, он начал сейчас выполняться. И поэтому в этом году заработная плата, слава богу, заработная плата наших учителей пошла вверх. Конечно, я понимаю, что есть проблема с инфляцией, но заработная плата учителей пошла вверх. И это меня очень-очень радует. Я надеюсь, что по мере развития экономики
государство сможет обеспечить достойную жизнь нашим учителям. И, конечно, тогда и будет решаться вопросы полностью обеспечения наших школ учителями. Но еще вот мы не просто смотрим на ЭТС, да, единую тарифную ставку, мы считаем, что труд учителя должен оцениваться и по результатам его работы. Поэтому сейчас у нас в министерстве, совместно с Министерством финансов, международными организациями, мы ведем очень кропотливую, тщательную работу по реформированию заработной платы учительства. Это так называемый подушевой подход к финансированию. Это рассматривать вопросы по результатам работы. Поэтому мы на пути, и в этом отношении тоже на пути. На пути реформ и на пути улучшения этой системы. И все это должно быть направлено ни в коем случае не на ухудшение, а только на совершенствование, улучшение этого сектора нашего государства. Ишенгуль Садыковна, вообще вот по просьбе телезрителей мы передачу делаем на 2 языках, и поскольку вот достаточно много вопросов поступило, дагы бир проблема боюнча да, мына ушу коомдун дейт бузулган мектептерден билсек болот деп атат да. Бул ушу жанагы мектеп бул коомдун күзгүсү деп койсок туура болот го дейм. Анан бири бирин тоноп дейт, өлтүргөнгө чейин барып жатышкандар бир случайлар болбодубу? Анан бул проблемага өзгөчө көңүл буруш керек экен деп сиз жетектеген министрлик кандай иш чараларды көрүп жатат бул иштерди чечүү боюнча деген бир топ суроолор келди да. Өтө оор проблемалардын бири бул жана мектептерде рекет проблемасы, тоноо проблемасы. Бул бир нече нерседен келип чыгып атат да. Бул албетте сиз туура айттыңыз. Мектеп бул коомдун күзгүсү. Коомдо кандай негативдүү проблемалар бар болсо, мектепте дагы ушулар бар. Бирок дагы бир нерсе, бул мектеп азыр кээ бирде социалдык абалынын бирдей эместигинен ушу балдар бири-бирин жек көрүү, бири-бирине сын тагуу дагы нерселер пайда болду да. Бул менимче мунун булактары жана мунун проблеманы чечүү нерселер көп тармактуу да. Коом өзү дагы оңолушу керек. Энаталардын балдарга көзөмөлү көбүрөөк болуш керек. Анткени мына сиз айтып кеткен баягы нерселер жана бала өлтүрүү, ушулар көбүнчө энаталарын таштап кеткен балдар. Же болбосо мигрант болуп жүргөндөрдүн балдары болуп атат. Алар чоң ата чоң энелерине, тай ата тайнелерине таштап коюп кетип калган балдар көзөмөлсүз калып, окууга барбай, же болбосо туура эмес бир жана укук бузуу жолуна түшкөндөр болуп атат. Ал эми мектептин өзүнүн проблемалары болуп атат. Өзүңөр билесиңер, 96-жылы бизде 404 тиги постановление болгон да өкмөттөн. Ошондо заучтарды жоготконбуз, жоготулган жана тарбия маселесин чечкен. Жоюлган да, заучтун ставкасы жоюлуп калган. Тиги классный руководительдин, класс жетекчилердин ролу аябай азайгандаган, акчасы азайткан. Ал жерде психологдор жоголгон, медико-психологический нерселер, медиктер жоголгон, военруктарды кетиргенбиз. Коомдун көп ошо мугалимдердин ставкалары акча жетишпегендиктен, жоюлган турбайбы? Көп нерселер жоюлган. Жана пионер вожатый деп коебуз, дополнительное образование деп коебуз. Ошолордун баарын көп нерселер жоюлуп кеткен. Даже жана депдерди текшерүү дагы жоюлуп кеткен. Эми депдерди текшербесиз баланын сапаты, билим сапатын кантип текшерсе болот. Ошондуктан азыр кайра нукка коюп